Мозаика – это один из древнейших и красивейших видов монументально-декоративного искусства. Мозаичные панно на фасадах зданий были особенно популярны в архитектуре советского периода. Многие из них были посвящены идеологии того времени. В Абхазии данный вид искусства появился в конце 60-х годов прошлого столетия. Несколько панно были выполнены на фасадах городских строений, к примеру, на здании завода «Сухумприбор», где производились товары широкого потребления. За прошедшие годы без соответствующих реставрационных работ одно из панно стало разрушаться и представлять собой опасность для окружающих. Тогда руководством предприятия было принято решение о демонтаже украшения. Однако такое решение вызвало негативную реакцию общественности и специалистов Департамента историко-культурного наследия Министерства культуры. В настоящее время комиссия Министерства культуры и главного художника города рассмотрела, и сейчас в ближайшее время мы получим соответствующий документ. Отслоение панно происходило постепенно, под воздействием внешних факторов. С каждым годом мозаика подвергалась разрушению. На данный момент руководством государственного предприятия «Сухумприбор» демонтировано 60% мозаичного панно. Конечно, даже если 60% мы бы стали восстанавливать, они изучили, сказали, что это не представляет особой художественной ценности, ради которой можно было бы вот сейчас это все восстанавливать. Сделана технология из керамических плиток, даже не смальта или там другие там интересные материалы, которые применяют мозаики. На фасаде здания Сухумприбора можно увидеть еще два мозаичных панно советского периода, которые все же будут отреставрированы. Что касается других двух мозаичных панно, одно, которое изображает там триединство рабочего класса, а там, в принципе, повреждений не так много, около 5% самого панно выполнено. Она тоже вот технология соцреализма 70-х годов, из смальты. Ее можно восстанавливать, и мы дали обязательство пользователю его восстанавливать. Другое панно тоже говорит о единстве и дружбе там, рабочего класса. То есть вот эти панно восстанавливают. Мы сейчас изучаем элементы скульптурной пластики внутри здания, вокруг, если там ходили, видели, которые надо, в общем-то, сохранять. Подобные мозаичные панно можно увидеть не только на фасадах зданий, но и остановках. Многие из них спроектированы по эскизам художника, скульптора Зураба Церетели и находятся в Западной Абхазии. Еще года 4 назад граждане Пицунды обратились к президенту с просьбой, поскольку вот эти остановки, мозаичные панно, стелы, там мелкоскульптурная пластика, являются как бы трендом города, и просили внести их в реестр и сохранить. Мы пока имеем этот список остановок, но пока не вносим, поскольку не будем иметь экспертизу в соответствии с законом. Любой объект, который мы вносим в объекты культурного наследия, должен обладать археологической, исторической и художественной экспертизой. Мозаики на остановках выполнены из кобальтового стекла, материалом, устойчивым к погодным условиям. Дизайн строений в виде ракушек, волн, морской жизни отражал расположение Абхазии на Черном море. На территории республики немало таких остановочных павильонов. Несколько из них можно увидеть и в столице, а одну сейчас реставрируют. Эти смальтовые плитки, они стеклянные, их уже нигде не варят. Поэтому мы решили там частями, где-то что-то есть в остатках у нас, и мы комбинируем, что цвета те, что были раньше, и постараемся делать так, как они были изначально. Почти все такого рода мозаичные украшения в Абхазии нуждаются в реставрации. Гугуца Вардания, Томас Чиковани, Абхазское телевидение.